И самое главное, чего мы не видим, когда речь идет о компетенциях Гагаузии в сфере образования и культуры, так это продвижение гагаузской культуры, гагаузского языка и исторической памяти гагаузов, о чем мы говорили неоднократно. Далеко за примером ходить не надо. Например, День гагаузского языка 27 апреля каждый год проходит тихо и незаметно. Так же, как и День образования гагаузской автономии 23 декабря. Никаких тебе парадов, шествий, грандиозных концертов и других мероприятий, продвигающих гагаузскую культуру и гагаузский язык. В этом году, впрочем, как и в предыдущие годы, День гагаузского языка затерялся в информационной повестке и мероприятиях, посвященных так называемому Дню Победы. Каждую неделю в Гагаузии появляются, я бы сказал, выдумываются информационные поводы для того, чтобы заполнить информационную повестку новостями о Дне Победы. Поэтому, когда я говорю, что все усилия исполнительного комитета направлены на то, чтобы продвигать мифологию о Дне Победы, я не преувеличиваю. В этом году большие усилия управления образования Гагаузии были направлены на то, чтобы организовывать поездки учеников и учителей из Гагаузии в Россию на мероприятия Шоровского фонда Евразия, финансируемого Кремлем. Очевидно, что это никак не связано с продвижением и укреплением гагаузского языка и культуры.